Уважаемые коллеги, добрый день. Давайте мы начнем нашу работу. Уважаемые коллеги, это очередной вебинар в линейке вебинаров по функциональной грамотности. И мы сегодня с вами будем говорить о читательской грамотности. Мы обратимся к определениям читательской грамотности. Мы с вами разберем те умения и навыки, которые, собственно, и составляют читательскую грамотность. Ну и, конечно, мы обратимся к заданиям, которые позволяют не только проверить то, на каком уровне сформирована читательская грамотность у учащихся, но, конечно, обратимся и к заданиям, к специфике заданий, которые позволяют проверить и сформировать читательскую грамотность. Уважаемые коллеги, в рамках вебинара вам будут представлены и ресурсы. Многие из этих ресурсов вы используете, но мы попробуем взглянуть на эти ресурсы по-новому. Итак, уважаемые коллеги, само понятие читательской грамотности, конечно, появилось не в последнее время, но не в 20 веке, не в 21. Прошу обратить ваше внимание на труды Константина Дмитриевича Ушинского. Вы, конечно, все прекрасно знаете, что это не только педагог, но и основоположник научной педагогики в России. Ну так вот, Константин Дмитриевич Ушинский, размышляя о чтении, говорил: читать? Помилуйте, читать это еще ничего не значит. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что Константин Дмитриевич Ушинский имел в виду чтение, говорил о чтении вот в этой первой части своей фразы просто как об умении складывать между собой слова. Уважаемые коллеги, но читать, по мнению Константина Дмитриевича Ушинского, это еще и понимать, что читать и как это прочитанное потом понимать. Вот в чем главное дело. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что еще в середине XIX века, и не только в трудах Константина Дмитриевича Ушинского, уже шли споры о том, что есть осмысленное чтение, что есть чтение с пониманием, что есть смысловое чтение. И вот как раз в высказывании Константина Дмитриевича Ушинского мы с вами видим очень актуальные, остро современные умения и навыки. Но что значит, что читать? Это значит проводить с учениками такую работу, чтобы они понимали тип текста. Что перед ними? Инструкция, например, по выполнению упражнения. Или же это алгоритм по применению правила. Или же это научное понятие. А может быть, перед ними художественный текст, художественное повествование. Что читать, это еще и разбираться с содержанием, чтобы определить, что сейчас является учебным материалом. Например, воспоминания того, кто участвовал в этом историческом событии. А может быть, не личностные воспоминания, а мемуары, написанные спустя 50, а то и 100, и 150 лет уже после того, как событие произошло. Уважаемые коллеги, что читать вот это умение предполагает еще и понимание учениками назначения текста. То есть наши ученики прекрасно должны понимать, для чего они обращаются к толковому словарю, зачем им в домашней библиотеке, например, научная энциклопедия, и нужно ли им, например, в электронном виде пользоваться словарем психологических терминов, помогает ли им это при изучении обществознания. Коллеги, вот каждый раз, возвращаясь к этому пункту высказывания Константина Дмитриевича Ушинского, мы, как учителя, тоже себе задаем вопрос: а что читать с детьми? Ну так вот этот вопрос, что читать, еще и предполагает, что мы должны подбирать такие материалы, такие учебные тексты, чтобы дети научились извлекать очень нужную информацию из разных частей текста, чтобы понимали, что в параграфе учебника им встретится часть текста, в которой будут формулы. А если есть формулы, то значит есть такая часть параграфа, в котором эти формулы уже будут применены. То есть будет разбор упражнения, разбор задачи, а может быть примеры, подходящие к этой формуле. Уважаемые коллеги, вот этот первый пункт понимать, что читать, еще и предполагает, что наши учащиеся должны интегрировать между собой разную информацию. Ну, допустим, при работе с научным параграфом они в одной его части нашли понятие, в другой части нашли определение,
А дальше уже, собственно, увидели, как это понятие используется в формуле. Вот если говорить о химии, о физике, об алгебре и геометрии. Ну а если переводить в плоскость гуманитарных предметов, то мы понимаем, что дети в одной части параграфа могут найти перечень событий, а вот где найти причины и последствия произошедших событий, вот это уже вопрос, с которым мы должны к ним обратиться вот тогда, когда работаем над третьим уровнем читательского восприятия. Ну и, кстати говоря, об уровнях читательского восприятия мы дальше разговоры поведем. Итак, уважаемые коллеги, еще в XIX веке, в середине XIX века шли очень серьезные разговоры между основателями научной педагогики в России о том, что же читать детям. Посмотрите, пожалуйста, и на вторую часть высказывания Константина Дмитриевича Ушинского «Как понимать?». И мы тоже можем соотнести эту часть высказывания и целиком это высказывание с современными умениями и навыками. И мы понимаем, что вот эта часть высказывания обозначает, что наши учащиеся должны благодаря тем заданиям, которые мы подбираем, научиться устанавливать логические связи, не только причинно-следственные, но и логические связи, связанные с тем, что они осознают, где в тексте находится подробное описание, а где детали, то есть где целое, а где его части. Конечно, логические связи предполагают, что ученик научится сравнивать, ну а коли научится сравнивать, то научится обобщать, а может быть, даже и научится различать явно несходные между собой социальные явления, например, на уроках обществознания. Конечно, понимать читаемое – это значит устанавливать разные точки зрения. Ну, например, при чтении литературно-критических статей понимать, как оценивали образ, как интерпретировали судьбу Катерины, героини Александра Николаевича Островского в пьесе «Гроза», например, в XIX веке и в середине XX века. Уважаемые коллеги, понимать читаемое – это, конечно, обнаруживать противоречия. Причем противоречия не только тогда, когда мы размышляем, например, о законодательстве разных стран, но и противоречия тогда, когда мы, например, читаем описание какой-то химической реакции или физического процесса. Ну и, наконец, понимать читаемое – это высказывать свое отношение. Вот в этом главное дело считал Константин Дмитриевич Ушинский. И мы с вами, отталкиваясь от этого понимания читательской грамотности, обратимся теперь к определению читательской грамотности, которое дано разработчиками ПИЗа в 2018 году. Итак, что же такое читательская грамотность? Конечно, это способность. А коли это способность, то мы понимаем, что с этим человек не рождается, он приобретает. А коли приобретает, то, конечно, эту способность нужно стремиться развивать. И нужно создавать условия для того, чтобы этой способностью наши ученики пользовались. Итак, что в себя включает эта способность? Эта способность включает в себя умение понимать, использовать и оценивать тексты, размышлять о них, заниматься чтением для того, чтобы достигать своих учебных или профессиональных целей, ну и, наконец, расширять свои знания благодаря вот как раз тому кругу чтения, который выбирает ученик, расширять свои знания и возможности, активно участвовать в социальной жизни. Уважаемые коллеги, посмотрите, как между собой перекликаются точки зрения Ушинского и определение понятия, которое мы с вами видим вот как раз у разработчиков ПИЗа. Уважаемые коллеги, вот теперь обратимся к проблемному полю, которое возникает у любого учителя и, кроме всего прочего, в любом педагогическом коллективе. Уважаемые коллеги, абсолютно уверена в том, что начиная с момента перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, конечно, в своих педагогических коллективах вы уже обращались и к проблемам формирования читательской грамотности, и к проблемам использования стратегий смыслового чтения. И, конечно, обсуждали, кто же из учителей отвечает, в кавычках, конечно, собственно, за формирование читательской грамотности. И вот здесь прошу обратить внимание на то, что
Но нельзя сводить читательскую грамотность к русскому языку. Да, безусловно, и именно в плоскости русского языка при изучении этого замечательного предмета дети знакомятся с очень разными типами текста, знакомятся со стилями речи, собственно говоря, и знакомятся со строением сплошных текстов, так называемых линейных текстов. Но при этом вопросы читательской грамотности, то есть вопросы формирования таких важных умений, как извлечение информации, преобразование информации и использование вот этого учебного материала, лежат в плоскости абсолютно всех предметов. То есть можно говорить о том, что это метапредметная дисциплина. Конечно, она не введена в наши учебные планы, но тем не менее мы с вами понимаем, что этот вопрос, вопрос развития в том числе логического мышления учащихся, он давно назрел. Уважаемые коллеги, безусловно, нельзя сводить чтение только к литературе. Тем более, что современные дети в большей степени увлечены не художественной литературой, а литературой специфической, психологической, философской, исторической. Уважаемые коллеги, мы с вами живем в замечательное время, когда дети читают и читают много, но при этом эта литература, она сродни их интересам, она перекликается, конечно, с их интересами, поэтому все больше и больше старшеклассников выбирают для чтения тот круг произведений, который им интересен с точки зрения будущей профессии. Поэтому чтение – это отнюдь не равно уроки литературы. Чтение – это вот как раз возможность расширить свой кругозор и подготовиться к профессиональной деятельности с точки зрения вот как раз этого кругозора. Уважаемые коллеги, конечно, проблемы развития читательской грамотности связаны еще и с тем, что эти универсальные учебные действия, эти навыки функциональной грамотности, они остро конкурируют с предметными результатами. Бывает, что в педагогических коллективах мы, например, слышим такую фразу: «У меня каждый урок новая тема. Какая уж там ваша читательская грамотность?» Коллеги, мы с вами понимаем, что эти фразы могут возникнуть от недопонимания того, насколько навыки читательской грамотности, развитые навыки читательской грамотности позволяют успешно достигать предметных результатов. Есть и другой уклон. Очень часто говорят: мы и так параграф учебника читаем на уроке. Разве это не читательская грамотность? А на самом деле речь, конечно, идет о качественной организации работы с текстом. Конечно, с опорой на стратегии смыслового чтения, но главное, чтобы у ученика была возможность каждый раз проходить через этапы, связанные вот как раз с применением навыков читательской грамотности. То есть очень важный этап – это этап извлечения фактуальной и концептуальной информации. Очень важный этап преобразования извлеченной информации. Ну и, конечно, важный этап – это этап, связанный не только с оценкой содержания или формы текста, который мы сейчас на уроке используем, но и еще и этап, связанный с применением того материала, который был извлечен, и желательно в ситуации, в учебной ситуации нестандартной, не той, которая привычна на уроке ученику. Ну и, наконец, уважаемые коллеги, конечно, мы используем на уроках очень много готовых текстов, но при этом должны понимать, на основе того текста, который используется на уроке, ученик должен создать еще и свой текст. По крайней мере, мы, учителя, должны ему дать такую возможность создать такую учебную ситуацию. И здесь уже речь о так называемых вторичных текстах. Что это будет на уроке? Будет ли это одноминутное эссе? Будет ли это мини-интервью, а может быть даже и пресс-конференция в конце урока? Будут ли это дебаты? Это другой вопрос. Но то, что извлечено на уроке из готового текста, должно быть, конечно, использовано. Итак, уважаемые коллеги, проблемы формирования и проблемы развития читательской грамотности обозначают в работе педагога достаточно серьезное проблемное поле. Мы попробуем с вами с элементами этих проблем тоже сегодня разобраться. Уважаемые коллеги, на слайде вы видите сейчас типы текста.
Конечно, используют сейчас разные классификации, и я обращу ваше внимание на классификацию, которую вы найдете в трудах Леонтьева, вы найдете в трудах Гальперина, Валгиной. Ну и посмотрите, пожалуйста, на примеры, которые приведены. Итак, принято различать сплошные, несплошные и смешанные тексты. Конечно, в наших учебниках, в наших методических пособиях пока преобладают сплошные тексты. То есть это тексты, которые мы по типам можем отнести к описанию. Причем это, конечно, может быть художественное описание, но может быть и научное. Вот как раз описание разного рода реакций, процессов химических, физических, биологических мы и находим с вами в учебниках. Это может быть повествование. И понятно, что на уроках русского языка, литературы ученики в большей степени работают с художественными произведениями. Это не обязательно рассказы. Мы понимаем, конечно, что это и повести, и романы, но бывает и научное повествование, и это в большей степени имеет отношение к урокам истории. Уважаемые коллеги, конечно, к сплошным текстам относятся объяснения. И это не только определение понятий, но это и резюме, научное резюме, которое, например, есть в учебниках истории, географии, в учебниках обществознания. И эти резюме, они как раз позволяют посмотреть на то, как интерпретируется то или иное событие или то или иное социальное явление в наше время, а может быть и в предыдущей эпохе. Есть такой тип текста, как аргументация. И, разумеется, ученики с таким типом текста часто встречаются в учебниках, которые относятся к естественно-научной области. Уважаемые коллеги, конечно, мы можем говорить о том, что на уроках русского языка дети говорят о рассуждении, но в данном случае в части сплошных текстов, в ряду сплошных текстов, вот выделяют еще такой тип текста, как аргументация. Коллеги, ну и, наконец, разного рода правила, законы, даже текст самого задания к упражнению – это, собственно, инструкция. От нас с вами зависит то, насколько ученики научатся этой инструкцией пользоваться, то есть то, насколько они научатся переводить эти инструкции действительно в шаги работы и потом в критерии оценивания выполнения своего упражнения, своего задания. Ну вот и, наконец, посмотрите, пожалуйста, вот как раз над пунктом «Сплошные тексты» у вас есть примеры таких сплошных текстов, там есть определение понятия пословица, там есть сплошной текст, который связан вот как раз с анализом орфограммы, есть пример задания к упражнению, и есть, собственно говоря, сам текст. Причем это текст из писем Дмитрия Сергеевича Лихачева, но этот текст я привела в пример не из учебника литературы, не из учебника русского языка, это из основного государственного экзамена, из контрольно-измерительного материала, конечно, по обществознанию. Обратите внимание на то, насколько интернациональными стали сейчас тексты. И ученик на самых разных предметах может увидеть тексты, которые мы раньше могли увидеть только, например, в учебниках по русскому языку. Обратите внимание на несплошные тексты. И мы с вами понимаем, что в жизни человек чаще всего встречается именно с несплошными текстами. Это разного рода чеки, билеты, афиши, квитанции, разного рода формы, например, формы анкет, заявлений, регистраций разных, да, например, на право собственности. Это информационные листы, это рекламные блоки, объявления. Конечно, тогда, когда ученики работают с контрольными измерительными материалами всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации, они работают с графиками, диаграммами, картами, схемами, фотоматериалами, рисунками. То есть мы с вами понимаем, что объем несплошных текстов нарастает. Разного рода инфографика, которая сейчас используется, например, в информационных буклетах и в объявлениях, тоже, конечно, становится преобладающей. То есть не сплошные тексты начинают преобладать над сплошными текстами. Вот как раз обратите внимание, над несплошными текстами на презентации вы видите примеры. Пример графа о глаголе, нельзя назвать это
кластером, потому что это больше граф, конечно. Вы, скорее всего, что знаете принципы составления графа. Он составляется по принципу тех признаков, существенных признаков, которые в себе содержат определение. Ну и здесь же над несплошным текстом вы видите незавершенную таблицу. Это вот как раз пример из контрольного измерительного материала по обществознанию. А теперь посмотрите, пожалуйста, на смешанные тексты. Ну и, кстати говоря, это примеры из всероссийской проверочной работы и примеры из диагностической работы по, естественно, научной грамотности. Коллеги, обратите внимание на то, что смешанный текст объединяет в себе сплошной и не сплошной. Мы, собственно, видим текст, описание, но при этом мы видим с вами автомобильное колесо и видим шину этого колеса. И нужно как раз применить законы физики, закономерности, которые изучаются в рамках этого учебного предмета, чтобы решить эту, естественно, научную задачу. Понимаем, что если ребенок научился извлекать материал из текста, информацию из текста, то он, конечно, с этой, естественно, научной задачей справится чуть легче. Он меньше времени потратит на то, чтобы правильно соотнести между собой вот эту схему, которую вы видите в правом нижнем углу, и, собственно, сам текст. Итак, уважаемые коллеги, принято различать сплошные, несплошные и смешанные тексты. Но, уважаемые коллеги, есть еще одно понятие, которое появилось буквально недавно в трудах как раз тех методистов, которые изучают разные типы текстов. Это понятие о составных текстах. Составные тексты – это тексты, которые составлены из отдельных фрагментов текстов разных авторов. При этом уже, собственно, сами составные тексты внутри могут быть сплошными, несплошными и смешанными. Вот такая интересная типология у нас сейчас существует, и мы с вами пока будем на эту типологию как раз и опираться. Уважаемые коллеги, а вот теперь мы с вами давайте посмотрим на то, какие умения, собственно говоря, нам нужно развивать тогда, когда мы говорим о читательской грамотности. И вот эти умения, они вот как раз сформулированы мной сейчас таким образом, чтобы мы с вами понимали, что мы можем очень легко перевести эти умения в формулировку заданий. Но коль уж к этому умению, к этому планируемому результату мы детей ведем, то, соответственно, и такие задания мы с вами должны им предлагать. Коллеги, вот сейчас на этом слайде вам дана сноска, чтобы вы тоже могли использовать эти материалы. Вот эти умения сейчас мной сформулированы в соответствии с теми рекомендациями, которые даны в мониторинге формирования и оценки функциональной грамотности Министерства просвещения Российской Федерации 2021 года. В сети интернет вы можете легко найти этот мониторинг. Ну и кроме всего прочего я назову ресурсы, которыми вы можете потом пользоваться. Итак, что значит читательская грамотность и какие умения мы учащихся сначала формируем, развиваем, а потом, соответственно, диагностируем? Уважаемые коллеги, 4 группы умений принято выделять. Хотя, прошу прощения за оговорку, хотя обращу ваше внимание на то, что в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования в примерной основной образовательной программе на уровне основного общего образования мы с вами находим только 3 группы умений. Но будем понимать, что примерно основная образовательная программа была написана в 2015 году, а сейчас мы с вами работаем с материалами 2021 года. Итак, уважаемые коллеги, 4 группы умений. Первая группа связана с тем, как у ученика развить умение находить и извлекать информацию из текста. И эту же группу умений мы должны научиться диагностировать. Вторая группа связана с тем, как ученик осмысливает и оценивает содержание и форму текста. Третья группа – это умения, ориентированные на интеграцию и интерпретацию текста, материала, который в нем изложен. Ну и, наконец, 4-я группа, которая сейчас выделяется, вот как раз после исследований ПИЗа, проведенных в 2018 году, это, собственно, использование информации из текста. Давайте мы с вами к этим группам обратимся для того, чтобы понимать, какие и мы в своей практике должны использовать задания. Итак,
Первая группа умений — нахождение и извлечение информации из текста. Предполагается, что на наших уроках, неурочных мероприятиях, может быть, даже и занятиях особого курса в неурочной деятельности, учащиеся научатся находить место, где находится информация. Я прошу прощения за повторы, но тем не менее, уважаемые коллеги, действительно с учащимися нужно организовывать задания, нужно проводить задания и организовывать работу, чтобы они понимали, какую роль играет заголовок, есть ли подзаголовки, как соотнесены иллюстрации, схемы, графики, диаграммы, таблицы, карты с тем материалом, который изложен в параграфе учебника, как между собой соотносятся таблицы, разные колонки, строчки таблицы, как между собой соотносятся весь алгоритм и части этого алгоритма. Уважаемые коллеги, очень важно, чтобы ученики всегда обращали внимание на сноски и на справки. Мы с вами прекрасно понимаем, что вот как раз справочки и сноски играют очень большую роль тогда, когда мы с вами, например, подписываем какой-нибудь договор, например, в банке. И вот как раз эти сноски очень важны, потому что мы должны научиться их не только читать, не только находить, но и соотносить с общим текстом. Разумеется, информацию можно найти в разных частях текста, в микротемах разных, в разных абзацах. И вот с учениками очень важно отрабатывать это умение, понимать то, почему абзацы расположены именно так, а не по-другому. Прошу прощения. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что ученикам на наших занятиях важно научиться находить место информации. Не только саму информацию, но и место информации. Наконец, уважаемые коллеги, вот очень важное умение – это предъявлять информацию. То есть имеется в виду, что ученик не просто по нашему заданию находит конкретную дату, конкретное понятие, конкретную эпоху, конкретный признак понятия, который мы сейчас обсуждаем, может быть, конкретное утверждение, чью-то точку зрения, ну и так далее и тому подобное, но еще и эту информацию представляет в своем развернутом ответе. Формы представления информации могут быть разными. Он может эту информацию в скрытом виде, например, представить и в вопросе, уточняющем вопросе по отношению к своим одноклассникам. То есть он может сформулировать вопрос о том, а есть ли вообще в параграфе сведения, и дальше называет тот материал, который он точно обнаружил или, допустим, не обнаружил. Итак, уважаемые коллеги, это умения, которые входят в группу умений по нахождению и извлечению информации из текста. Коли информация, фактуальная информация уже извлечена, то с ней, конечно, нужно работать. Поэтому следующая группа умений – это умения по интеграции и интерпретации текста. Уважаемые коллеги, это очень важное умение, которое вот как раз связано с тем, чтобы ученики научились улавливать, выявлять, определять, анализировать логические связи внутри текста. Ну, например, это могут быть логические связи между разными историческими событиями или эпохами. Это могут быть логические связи, построенные по принципу аргумент и контраргументы. Вот такие логические связи очень характерны для гуманитарных предметов. Это могут быть логические связи, характерные для абсолютно любого предмета по принципу тезис и примеры к этому тезису. Это, конечно, могут быть логические связи по принципам сходства и различия. Итак, уважаемые коллеги, попробуйте вспомнить сейчас мысленно, есть ли у вас такие задания в учебниках. Конечно, в новом поколении учебников появились такие типы заданий, но, тем не менее, и нам нужно с вами такие типы заданий придумывать для того, чтобы ученики не просто прочитали текст и ответили на вопросы, которые в большей степени ведут к репродукции, то есть к повтору, к репродуктивному повтору фактуальной информации, но еще и к тому, чтобы они устанавливали эти логические связи. Уважаемые коллеги,
Интерпретировать текст – это значит еще и определять его основную мысль. Особенно тяжело это делать по отношению к текстам научного стиля. И тем не менее, эта работа очень важная. Тогда, когда ученик определяет основную мысль, например, фрагмента параграфа, который мы только что изучали, он еще раз в свернутом виде представляет его содержание. Вот это очень важное умение – свернуть содержание параграфа до его основной мысли. И действительно понять, что этот параграф был посвящен, ну, условно, двигателям внутреннего сгорания, а не чему бы то ни было. Уважаемые коллеги, не праздный вопрос по поводу темы текста. Те дети, которые понимают, что тема текста, тема параграфа или фрагмента может быть скрыта в заголовке или подзаголовке, конечно, включают особые механизмы памяти, особые механизмы запоминания. Это позволяет им работать с достаточно серьезной научной информацией. Итак, уважаемые коллеги, еще один блок умений – это осмысление и оценка текста. Коллеги, конечно, наши ученики не являются критиками, это не их профессиональная деятельность, поэтому, разумеется, они не оценивают текст так, как это делают, например, рецензенты или эксперты на уровне тех, которые допускают, например, учебник к изданию, к использованию в образовательной организации. Оценка текста предполагает другое. Например, обнаруживать противоречия, содержащиеся в том тексте, который был дан ученику непосредственно на уроке, и, например, в тех утверждениях, которые он готовил тоже к этому уроку. И, допустим, все эти утверждения, все эти тексты относились к тому, как все-таки оценить сами реформы Петра I и последствия этих реформ. Вот эту противоречивую информацию нужно, конечно, детям научиться не только находить, но еще и осмысливать. Разумеется, оценка предполагает, что ученик обращается к собственному опыту, сравнивает собственный опыт с тем, что он сегодня изучал, обобщает и включает в систему своих знаний. Ну и кроме всего прочего, текст, который прочитан, который осмыслен на уроке, на занятии, позволяет либо подтвердить, либо опровергнуть вот как раз те предположения, которые были выдвинуты, например, в начале урока, на этапе после актуализации, например, в тот момент, когда ученик выполнял пробное действие. Уважаемые коллеги, ну, наконец, оценка текста предполагает, что ученики, например, изучая гуманитарные предметы, могут выражать свою этическую оценку, свое личностное отношение вот по фактам, которые были найдены, и по утверждениям, которые были высказаны. Уважаемые коллеги, вот эти три группы, которые я сейчас охарактеризовала, они представлены в стандартах. И еще раз повторю, четвертая группа, она выделена после того, как было проведено исследование ПИЗа в 2018 году. Это, собственно, использование информации из текста. Вот, уважаемые коллеги, обратим внимание на то, какие умения здесь мы можем с вами развивать у детей и диагностировать потом. Это вот очень важное умение выявлять связь между тем, что прочитано, между тем, что изучено, и современной реальностью. То есть мы должны создавать такие учебные ситуации, чтобы у ученика была возможность поразмышлять, а как по-другому могли бы сложиться эти события или эти социальные движения, если, допустим, реформы были бы уже проведены или если бы все это происходило в современности. Уважаемые коллеги, привела только один пример из гуманитарной предметной области, и тем не менее, вот как раз установка связи между прочитанным и реальностью, вот такое задание, конечно, есть в ПИЗа и есть в большинстве диагностик по читательской грамотности. Итак, коллеги, это проверяемые группы умений и, собственно говоря, сами умения. И эти формулировки мы с вами должны использовать не только для диагностики читательской грамотности, навыков читательской грамотности, уровня читательской грамотности, но и для того, чтобы составлять задания непосредственно к тем материалам, которые мы используем на уроках. Уважаемые коллеги, вы теперь посмотрите, пожалуйста, на то проблемное поле, которое было выявлено в рамках проведения ПИЗа в 2018 году. Я приведу примеры вот тех заданий, которые вызывали наибольшую трудность у учащихся.
Разумеется, в Российской Федерации. Уважаемые коллеги, это вот задания, которые предполагали работу сразу с несколькими текстами. Причем, коллеги, вы сейчас на слайде видите, эти тексты по подобию работы с вкладками в сети интернет. Очень часто с такой проблемой сталкиваются и наши ученики. Они, допустим, получают наш маршрутный или рабочий лист. И, например, на этом рабочем листе есть таблица, не сплошной текст. Вы сейчас видите вот с левой стороны слайда презентации. И в этот же момент, чтобы заполнить эту таблицу, ребятам нужно открыть некий материал в сети интернет. Допустим, вы им отправили еще какую-то дополнительную статью или учебный параграф, или просто дали ссылку, да, на какую-то статью. И получается, что ребенку нужно соотнести не сплошной текст, сплошной текст, при этом еще и выделить факты в этом тексте и оценить эти утверждения. Вот такая работа, конечно, тройная получается, а может быть еще и в большей степени работа не только тройная. Прошу прощения вот за этот подсчет, может быть, не очень тактичный по отношению к детям. Итак, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на это задание и подумайте, есть ли в вашей практике подобные задания, которые можно выполнять не только в сети интернет, а предлагать такие варианты, чтобы дети выполняли задания при работе с утверждениями, опираясь на то, что было изучено в параграфе, и при этом еще и опираясь на дополнительный материал, то есть на дополнительную статью. Мы, конечно, с вами понимаем, что в этом случае текст должен быть не очень большого объема, чтобы у учащихся была возможность прочитать его целиком, а не ориентироваться, ну, знаете, интуитивно, да, потому что большой объем, он предполагает, что ученик его, конечно, целиком-то не прочитает. Коллеги, еще одно проблемное поле, и вы сейчас видите варианты заданий, но это варианты заданий уже 2021 года, и они скачаны с российской электронной школы. Думаю, что вы с этим ресурсом работаете. Это задания, которые тоже вызвали затруднения у учащихся при работе с заданиями ПИСА 2018 года. Задание ориентировано на выявление смысла. Ну, например, это текст об антибиотиках, и нужно определить значение слова супербактерии, и, кроме всего прочего, нужно определить значение слова резистентность. Нужно ориентироваться на контекст, вот на эту конкретную ситуацию, и, конечно же, работать не только с заданием, но и с текстом. Уважаемые коллеги, ну вот давайте мы с вами подумаем, а есть ли у нас в учебниках помимо русского языка, вот кроме русского языка, а есть ли у нас в других учебниках задания, которые бы позволили самому ученику сформулировать определение понятия на основе работы с параграфом? Коллеги, таких заданий, конечно, будет очень мало, очень маленький объем. Поэтому мы должны с вами это задание взять на вооружение, предлагать ученикам тексты такие, такого качества и такого характера, чтобы ребята действительно могли формулировать и сами определение понятия. Мы с вами осознаем, да, что эти слова супербактерии и резистентность – это для детей в первую очередь понятие. Это не просто слово, у которого нужно прошу прощения, к которому можно, как на уроке русского языка, подобрать синонимы и дать лексическое значение, истолковать его просто. Здесь не получится подобрать синонимы, здесь в большей степени нужно опираться на признаки супербактерий, признаки резистенции, которые в тексте представлены. А это значит извлечь эту фактуальную информацию и потом между этими отдельными частями, между этими отдельными фактами установить логические связи, чтобы у нас получилось определение понятия. Уважаемые коллеги, вот еще один пример проблемного задания, то есть задания, при выполнении которого дети испытывали трудности. Это задание на выявление и анализ противоречий. Речь в тексте идет об острове Рапа-Нуи, на котором были уничтожены деревья. И в тексте высказываются противоречивые утверждения по поводу того, кто же виноват. Это крысы или это все-таки результат человеческой деятельности. И вот как раз для того, чтобы найти правильный ответ, детям нужно было, по сути, поработать с доказательствами. Доказательства здесь заявлены в явном виде.
Но между этими доказательствами нужно было простроить логические связи. Вот как раз на этом этапе ученики и испытывали серьезнейшие затруднения. Поэтому, конечно, вот на анализ противоречий нам тоже нужно предлагать детям задания. Мы с вами понимаем, что немного противоречивых утверждений предложено в наших учебниках. Поэтому мы сами должны подбирать материал выверенный, но тем не менее материал, на основе которого дети могли бы поработать с такими противоречиями. Уважаемые коллеги, вот еще одно из проблемных заданий – это вот как раз работа с множественным или по-другому, я тоже сегодня говорила, составным текстом. То есть когда у учеников необходимость, да, возникает необходимость поработать сразу с двумя текстами. Ну, например, это может быть блог, ссылка на блог, и в то же время рецензия на книгу. Ну, допустим, ссылка на блог писателя и рецензия на книгу этого писателя. Это может быть газетная статья и, например, веб-сайт, который посвящен, ну, допустим, месту рождения конкретной исторической личности, а газетная статья, допустим, посвящена этой исторической личности. Это могут быть очень интересные еще варианты. Это, например, фрагмент биографии какого-то ученого и фрагмент письма этого же ученого или фрагмент статьи этого же ученого. И вот как раз при работе с множественными текстами дети испытывали затруднения, несмотря на то, что факты были представлены в явном виде, и нужно было эти факты соотнести и доказать на основе биографии и, например, либо письма, либо статьи этого ученого, доказать, что действительно именно эта научная область является предметом его изысканий. Вот такие любопытные задания были предложены детям. Я вот представила вам те, которые вызвали затруднения. А теперь давайте мы с вами обратимся к признакам текстов, которым должны соответствовать, этим признакам должны соответствовать те учебные материалы, которые мы подбираем на уроке. Итак, первый признак, и даже не признак, а может быть, требование, это, конечно, контекстность. Обратите внимание на задание 6, которое я привела из контрольного измерительного материала по обществознанию. Это демонстрационный вариант 2020 года. Посмотрите, пожалуйста, насколько это задание контекстно. Конечно, эта ситуация может быть несколько искусственно придуманная, да, в этом контрольно-измерительном материале, но тем не менее речь в задании идет о том, что совершеннолетнему Роману пришло сообщение от неизвестного абонента: уважаемый клиент, ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного снятия денег, для возобновления пользования счетом сообщите по телефону данные вашей карты, номер и пин-код. Мы с вами понимаем, что вот эта ситуация, которая сейчас описана в этом задании, она как раз и носит контекстный характер. Она бы не носила контекстный характер, если бы ребенку нужно было сразу, например, перечислить угрозы, допустим, да, или сразу, например, назвать статью административного кодекса, под которую подпадают вот эти действия, несанкционированные действия. А здесь эта контекстная ситуация, она как раз и предполагает, что ученик сформулирует развернутый ответ, и вот его аргументация, она и будет либо убедительной, либо неубедительной. Итак, что значит контекстное задание? Это задание, которое сформулировано в непредметной области, но при этом ученику нужно применять предметные знания. Кроме всего прочего, это, конечно, задание, в котором описывается некая сюжетная, жизненная ситуация. И эта ситуация должна быть максимально близка возрасту учащегося. Ну и кроме всего прочего, эта ситуация носит проблемный характер. Вот если проблемного характера в этой задаче не будет, в этой ситуации не будет, то, конечно, и ответы будут односложными, то есть они будут констатирующего характера. Ну и, разумеется, задания эти составлять достаточно сложно, потому что задания, формулировки вопросов должны быть выверены, немногословны, чтобы ученик видел инструкцию. То есть, по сути, он должен понимать, что сейчас в ответе он должен представить. Ну и, наконец, такую контекстную задачу вы сейчас видите перед собой. Это пример диагностического материала из Российской электронной школы, с этого портала. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, еще на общие требования к текстам. Это наличие бинарных оппозиций. То есть
нужны задания, которые бы позволили ученику обратить внимание на главную информацию и на второстепенную, которые бы позволили ему формулировать ответы подробные и краткие, задания, которые бы помогали ученику ориентироваться в явной информации и в неявной, задания, которые бы позволяли ему работать с избыточной информацией и с явной недостаточной, то есть задания, которые бы позволили ученику говорить о том, что он сейчас не может ответить на этот вопрос, потому что этой информации в тексте просто нет. Ну и, наконец, это задания, которые бы позволили ученику разобраться с тем, как структурирована эта информация, то есть, по сути, с чем он сейчас работает, с картой, схемой, с таблицей, с графиком движения. Может быть, он работает с хронологической лентой, как на уроке истории, или, может быть, каким-то еще типом материала. Уважаемые коллеги, и вот пример таких бинарных оппозиций вы видите сейчас тоже на слайде по отношению к Шуховской башне. И вот как раз эти бинарные оппозиции, верно-неверно, ученику нужно найти непосредственно в тексте. И мы с вами тоже видим, да, что ученику нужно работать с несплошными текстами. И тогда, когда он читает про эту башню Шухова, и тогда, когда он работает с ответом. Потому что в ответе мы с вами наблюдаем таблицу, а вот, собственно, в задании мы с вами видим еще и изображение. Как раз это изображение обыгрывается в тексте. То есть вот эта конструкция инженерная, она в тексте тоже описана. И поэтому ребенок, вольно или невольно, но должен соотносить изображение с текстом. Коллеги, ну вот еще один важный нюанс, это вот как раз то, что тексты должны быть составными. И вы сейчас видите пример такого составного текста. С правой стороны, да, на поле задания в формате ПИЗа 2018 года вы видите статью о здоровье, а с левой стороны вы видите утверждение Кристофера, Анны и Сэма о коровьем молоке. Вот это и есть составной текст, потому что мы с вами видим, ну, как минимум 3 авторов, да, потому что у высказываний, у этих высказываний тоже есть авторы, да, авторство принадлежит им. Уважаемые коллеги, и вот посмотрите, вот как раз задания ПИЗа, они максимально ориентированы на то, чтобы дети не давали односложные ответы, верно-неверны, а для того, чтобы они давали развернутые ответы. Таких заданий много, но и, кроме всего прочего, при диагностике это позволяет не просто поставить единицу за, например, правильный ответ или 0 по умолчанию за неверный ответ, а вот при диагностике, при экспертизе этих заданий, конечно, в первую очередь эксперты указывают на проблемные поля, что еще необходимо у учеников развивать, какие умения, какие навыки, может быть, сформированы на недостаточном уровне. Уважаемые коллеги, ну и теперь давайте мы с вами посмотрим еще на одно любопытное требование. Вот как раз после проведения исследования ПИЗа в 2018 году в разного рода статьях, в том числе и у Цукерман, вот мы можем с вами найти советы, рекомендации о том, какие темы предлагать детям на разных уроках. То есть вне зависимости от того, химия, это биология, физика, это география, это русский язык или литература, мы можем предлагать детям тексты о здоровом образе жизни. Конечно, задания, связанные с читательской грамотностью, будут в первую очередь ориентированы на то, чтобы ребенок использовал предметные навыки, демонстрировал свои предметные результаты, но эта тема очень актуальна, и мы с вами часто видим в исследованиях ПИЗа 2010 года, 2001, 2018 года, часто видим, что эта тема предлагается детям. Еще одна тема актуальна – это человек и природа. Конечно, это тема межличностные отношения, много заданий о научных открытиях, причем разных эпох. Разумеется, очень актуальна тема экологических проблем, а с ней вместе связана тема человека и технического прогресса. Ну и еще одна тема, которая связана в том числе и с финансовой грамотностью, это тема выбора товаров и услуг. Вот такая рекомендация есть по отбору тем для текстов, которые мы с вами используем на разных учебных предметах. Ну а теперь, уважаемые коллеги, я позволю себе обратить ваше внимание на те ресурсы, которые вы можете использовать и в своей работе как учителя, и, конечно, в работе с педагогическими коллективами, если вы, например, отвечаете за методическую работу в школе и проводите методические мероприятия, связанные вот как раз с функциональной грамотностью.
Конечно, в первую очередь это сайт Института стратегии развития образования, Российской академии образования, и это вкладка «Центр оценки качества образования». И вот как раз в этой вкладке, уважаемые коллеги, мы с вами видим разделы, которые ориентируют нас на все виды функциональной грамотности, на читательскую грамотность, математическую грамотность, естественно, научную грамотность, финансовую грамотность, на глобальные компетенции, в том числе, конечно, креативное мышление. Уважаемые коллеги, во вкладке «Семинары и вебинары» вы можете найти те вебинары, которые можете рекомендовать своим коллегам для просмотра, для того, чтобы, ну вот, например, разобраться вообще с понятиями о том, что такое математическая грамотность или что такое, естественно, научная грамотность. Коллеги, на этом же сайте я вам сейчас демонстрирую вкладку, страницу «Оценка читательской грамотности». И здесь вы, конечно, найдете основные методические подходы к оценке читательской грамотности, найдете ссылки на открытые задания по чтению ПИЗа 2009 года и найдете, конечно, собственно, и рекомендации вот как раз по результатам исследований ПИЗа. Уважаемые коллеги, еще один сайт, который рекомендую вам, это сайт Федерального института оценки качества образования, сайт ФИОКа. Здесь вы тоже найдете открытые задания ПИЗа. Ну и, кроме всего прочего, те задания, которые сегодня были использованы, вот в частности задание «Коровье молоко», оно тоже вот с сайта Федерального института оценки качества образования. Уважаемые коллеги, очень рекомендую обратить внимание еще на один сайт. Рекомендую его не только учителям русского языка. Это сайт Федерального института педагогических измерений. Уважаемые коллеги, на этом сайте есть открытый банк заданий по естественно-научной грамотности. Но при этом рекомендую и учителям физики, и химии, и географии, и истории, и обществознания поработать с открытым банком оценочных средств по русскому языку. Нет, конечно, уважаемые коллеги, вы не будете здесь выбирать задания, которые связаны, например, с морфологическим анализом или со стилистическим анализом текста. Нет, разумеется. Но я рекомендую здесь посмотреть задания, которые как раз связаны с чтением и с говорением. Уважаемые коллеги, вот вы сейчас перед собой видите текст, и он взят как раз из раздела «Чтение», из открытого банка оценочных средств по русскому языку. То есть эти готовые задания можно использовать в том числе и на других предметах. Коллеги, обращаю ваше внимание на сайт Московского центра качества образования. Здесь вы можете увидеть не только примеры, собственно, заданий для оценки, для диагностики читательской грамотности, но, кроме всего прочего, вы можете найти вкладку, она будет на главной странице этого сайта в меню, которое расположено с правой стороны. Вам нужно будет прокрутить меню с правой стороны, спуститься, и вы найдете компьютерное тестирование. Вот как раз в рамках компьютерного тестирования вы можете предлагать своим учащимся со 2 класса разные материалы. Ну и так как это тестирование проводится в бесплатном режиме, то эти материалы Московского центра качества образования для вас, конечно, будут очень полезны. Коллеги, обращу ваше внимание еще и на ресурс, которым вы, конечно, пользуетесь. Это Российская электронная школа. Вы, конечно, знаете, что на этом портале размещен электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. И те учителя, которые зарегистрированы на портале РЭШ, конечно, этим банком могут пользоваться. Для этого нужно найти вкладку «Мероприятия». И в данном случае у меня есть выборка, это выборка математической грамотности, но здесь можно выбрать и, естественно, научную грамотность, конечно, и читательскую грамотность тоже. Мы с вами, собственно, выбираем, это шаг 2. Дальше мы с вами назначаем класс, то есть мы назначаем количество тех детей, которые у нас будут проходить эту диагностику по читательской грамотности. И, уважаемые коллеги, понимаете, что если вы работаете в 10, в 11 классе, вы, по сути, эти материалы для 8-9 классов тоже можете использовать, то есть тоже можете назначить для своего класса.
Дальше мы, конечно, после того, как назначили количество участников, мы загружаем коды доступа, и они будут вот как раз на то количество детей, которые вы обозначили. Система позволяет для одного ребенка назначить, допустим, если вы в тестовом режиме хотите посмотреть, какие результаты будут показывать, допустим, индивидуально, да, отдельные ученики. Уважаемые коллеги, после того, как дети у вас получат коды доступа, они будут непосредственно выполнять эту работу в компьютерном формате, то есть они будут работать онлайн. И тогда, когда они эту работу выполнят, вы увидите прогресс прохождения. И вот как раз те работы, которые будут уже загружены, то есть те работы, которые будут завершены, вот напротив тех работ у вас появится вкладочка, ну, даже можно говорить не вкладочка, у вас появится отметка, требуется экспертиза. Напомню, что читательскую грамотность проверяют, эту диагностику, да, эту диагностическую работу проверяют сами учителя. Вот тогда, когда дети, собственно, пройдут экспертизу, загружается внизу этого диалогового окна, этой страницы, загружается, собственно, спецификация, по которой учитель может ориентироваться, критерии оценивания, и учитель проводит, собственно говоря, эту экспертизу, и у него тоже появляется диалоговое окно, связанное с завершением проверки. Вот сейчас вы как раз видите, перед экспертом открывается, собственно, сама работа, внизу есть критерии оценивания, и дальше ему нужно, конечно, выставить эксперту, то есть учителю, нужно как раз и выставить баллы. Обращаю ваше внимание на то, что результаты по читательской грамотности могут проверять учителя вместе. Это не обязательно учитель русского языка, литературы или родного языка. Вот как раз гораздо интереснее будет проверять учителям разных предметов для того, чтобы посмотреть, как их предмет, особенности их предмета отражаются вот в этих диагностических материалах. Уважаемые коллеги, ну и дальше учителю нужно завершить проверку, собственно говоря. И вот тогда, когда проверка будет завершена, у учеников появляются баллы. Уважаемые коллеги, завершая наш разговор, я бы хотела обратить ваше внимание вот на что. Конечно, тогда, когда мы с вами говорим о читательской грамотности, мы говорим об элементарных навыках чтения. Мы с вами понимаем, что чтение – это очень специфическая форма языкового общения. Мы, по сути, когда начинаем читать, неважно, художественное произведение или параграф учебника или научную статью, мы с вами так или иначе вступаем в общение. Конечно, это очень сложный психофизиологический процесс, потому что, читая, мы с вами перерабатываем информацию. А тогда, когда мы эту информацию, этот материал переработали, разумеется, мы думаем о том, как применить этот материал. Уважаемые коллеги, но еще обращу внимание на то, что это инструмент чтения, это очень серьезный инструмент. Благодаря этому классному инструменту, уважаемые коллеги, конечно, я это слово употребляю в кавычках, вот благодаря этому замечательному инструменту, по сути, наши дети осваивают научные области. Неважно, с экрана компьютера или со страницы учебной книги, или, может быть, со страниц художественного произведения, но так или иначе они получают тот объем материала, который они потом думают, как применить для решения тех учебно-практических задач, которые сформулированы перед ними либо в рамках проектной деятельности, либо в рамках контрольной работы, либо в рамках практической работы, или, может быть, домашнего задания. Уважаемые коллеги, и коли это инструмент, то, конечно, нам нужно научиться отбирать такие тексты, чтобы не отбить у детей желание читать в принципе. Уважаемые коллеги, я являюсь учителем русского языка и литературы, поэтому для меня, конечно, читательская грамотность, она равна желанию читать, потому что и научные тексты детям тоже, точнее говоря, и к чтению научного текста детей тоже нужно мотивировать. Уважаемые коллеги, это вот еще одна такая методическая проблема, которая стоит перед нами, перед учителями, подбирать такие тексты и такого объема, и такого содержания, и такого типа для того, чтобы дети читали эти тексты и читали с успехом. Уважаемые коллеги, искренне желаю, чтобы ваши ученики с удовольствием обращались к исторической, культурологической, художественной, психологической, краеведческой, разной литературе
и чтобы у вас была возможность к этим текстам придумывать задания, чтобы учащиеся могли ориентироваться в этих замечательных произведениях. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Мы будем завершать нашу работу. Уважаемые коллеги, всего доброго.